Это программа «Новости IT», 10-й и, можно сказать, первый юбилейный выпуск, который мы решили сделать немного необычным и полностью посвятить игровой индустрии. Сегодня в программе что интересного покажут на выставке Gamescom, киберспорт в Якутии и инсайдерская информация о новой части культовой франшизы Resident Evil. Обо всем этом и не только в ближайшие несколько минут. Поехали! Самый популярный стример как на Твиче, так и вообще во всем мире Тайлер Блевенс сделал сенсационное заявление. Третьего дня геймер заявил, что переходит со всеми любимой платформы на не самую известную площадку Mixer. Ниндзя, именно под этим псевдонимом более известен Тайлер, сумму сделки разглашать не стал. Но если прикинуть, что на Твиче он зарабатывал более $500 000 в месяц, то нетрудно догадаться, что речь идет как минимум о цифре с 7 нулями. Американских долларов, конечно же. Стример заявил, что на качестве контента это не отразится, все останется на том же уровне. Что касается нового пристанища геймера, казалось бы, откуда у не самой известной платформы такие деньги? Ведь Миксеру всего-то навсего 3 года от роду. Но стрим-площадка принадлежит корпорации Microsoft, а уж у этого-то гиганта денег хватит, чтобы купить не только Тайлера, но и как минимум топ-20 самых популярных стримеров на Земле. Компания заявила, что очень рада его переходу в свою комьюнити, еще бы, не успел парень толком начать пилить контент, как на его канал уже оформили подписку более 500 000 человек. А Twitch, ну а что Twitch, сказали, что рады за него и пожелали удачи на новом месте работы. Разошлись, так сказать, по обоюдному. Ведь Ниндзя стал первым на платформе, кто набрал более 10 миллионов подписчиков. А от такого сотрудничества, как правило, выигрывает обе стороны. Но Microsoft раскинула свои щупальца не только на платформу Twitch. Всего неделя осталась до одного из самых ожидаемых событий года в игровой индустрии. 20 августа в немецком городе Кёльн пройдет Gamescom. Кто-то воскликнет, а как же E3? Ну, у Ешки, во-первых, и цель другая – это площадка для коллаборации разработчиков, нежели для потехи игроманов. А во-вторых, вопреки всеобщему мнению, там и размах другой. Если E3 собирает в среднем 70-80 тысяч, то Gamescom 370 и 380 тысяч человек. Разница, как говорится, налицо. Ну так а что там Microsoft? А то, что оконный гигант привезет в Кёльн аж 200 игровых станций. И поиграть на них можно будет не только в их собственные игры, но и в игры от других разработчиков. В частности, Doom Eternal, Tom Clancy Ghost Recon Blackpoint, Borderlands 3 и спортивных NBA 2020 и другие. Но и помимо Microsoft интересного немало. В частности, компания Blizzard в этом году Gamescom пропустит, все ее силы брошены на разработку новинок и подготовку к собственному ивенту. Однако создатели Overwatch и World of Warcraft не оставят посетителей без стойки с сувенирами. Помимо этого будут разного рода презентации, выступления, различный интерактив, виртуальная реальность и многое другое. А вот кого не ожидала принять в свои ряды гейм-индустрия, так это Илона Маска, который вновь ошарашил своим заявлением насчет электрокаров Tesla. Год назад в них уже вшили старенькие игры, выходившие в 80-е на игровых автоматах Atari. В одну из них, Pole Position, можно даже поиграть, управляя рулем от самого электрокара, пока за дорогу отвечает автопилот. И вот Маск заявил, что Tesla собирается сделать ПО открытым для сторонних разработчиков. И целью является не создание приложений и улучшений, у компании с этим как раз таки все в полном порядке, а создать как можно больше крутых и качественных игр. Но, как говорят эксперты, на Тесле это все не закончится. И если все получится, то таким образом гений современности планирует влезть на рынок игровых консолей. Да и не нужно забывать, что помимо игр от Atari на бортовом компьютере электрокара уже можно поиграть в Fallout Shelter и за короткое время ставшую культовой аркаду Cuphead. Так что, если когда-нибудь доведется увидеть едущую прямо и спокойно Теслу и сидящего внутри водителя, который в это время дергает руль аки-гонщик Формулы-1 и разъяренно долбится в стекло, не удивляйтесь. Пока умная машина везет куда надо, хозяин кара неистово рубится в классику игровой индустрии. А вот как правильно играть, нужно учиться с молоду. Поэтому в Якутске организовали летний киберспортивный лагерь.
чему и как там обучают, и вообще, как пришла идея, мы расспросили у исполнительного директора Федерации компьютерного спорта в регионе Баира Дамдинжапова. И заодно поинтересовались, как в целом обстоят дела с киберспортивными дисциплинами в Якутске. У нас получилась интересная история, что школьник выступал на, получается, конференции, да, по предпринимательству, и Василий Ефимов, директор венчурной компании «Якутия», приехал туда и был как бы членом жюри. И там школьник вышел с идеей: «Я хочу создать школу киберспорта». Получается, мы эту идею подхватили, совместно упаковали в проект, и у нас получился летний оздоровительный лагерь на базе Кискилл киберспортивным уклоном. Вообще такая история в России уникальна. В Якутии это первое событие такое, для нас это что-то новое. И наш уклон был именно на тот факт, что в игры играть не просто нужно, а с пользой. То есть сегодня игра — это киберспорт. Играйте в киберспортивные игры, достигайте высоких результатов, да, еще и там можно деньги зарабатывать. Но чтобы играть, в первую очередь нужно хорошо учиться, следить за своим здоровьем, естественно. И совместно с городом мы там провели вот такую пробную акцию, это как киберпатриот. Мы туда пригласили реальных людей, которые умеют разбирать оружие, укладывать парашют, ну и вот эту военную тему. Также провели на базе нашего лагеря лазертаг, и наши игроки, они показали высокие результаты, потому что им это виртуально знакомо, и они в лагере как это сказать, чувствовали себя в комфорте, правильно двигались, правильно передвигались, и стрельба у них намного лучше. Вообще, в целом, сейчас же будущее, это же в управлении дронами. Война какая у нас будет, да, сейчас открываются киберспортивные роты даже, и геймеры в будущем, да, они будут одни из первых в элитных войсках по управлению дронами, беспилотниками и прочим. То есть этот трек сейчас активно будет развиваться. Баир, как киберспорт вообще чувствует себя у нас в регионе? У нас в регионе достаточно хорошо чувствует себя, потому что у нас большая история основания Федерации компьютерного спорта. Уже с 2002 года основал ее Арсен Томский. И получается, с того времени наши игроки показывают высокие результаты, мы постоянно добиваемся каких-то, выигрываем крупные мероприятия, и, соответственно, у нас вовлечение в компьютерный спорт, оно огромно. Наверное, в силу того, что у нас климат такой, зимой что делать, за компьютером сидеть, скорее всего, из-за этого. В этом году, 14 апреля, мы попробовали провести крупное событие, фестиваль компьютерных там разработчиков, игр, киберспорта, объединить все вот эти современные треки в одном мероприятии, чтобы родители пришли с детьми и посмотрели, что мы живем в 21 веке, что все это круто развивается и это будущее. То есть основное мероприятие было это отборочный этап на чемпионат России по компьютерному спорту, да, на большом экране, там игры, финалы транслировались. Мы также привезли известного стримера, который все это дело озвучивал. И на мероприятии были дрон-рейсинг, чемпионат отдельный, кубик, рубик, интеллектуальные игры, разработчики игр стояли. Сегодня у нас, к сожалению, есть один технический момент, что у нас пинг, так называемый, да, соединение интернета не позволяет занимать призовые крутые места, потому что сейчас все чемпионаты проходят в онлайне, соответственно, мы играем на европейских серверах, отсюда у нас достаточно высокая задержка. Из-за этого мы, к сожалению, не можем добиваться прям высоких результатов, потому что чемпионы, которым мы играем, да, они уже привыкли играть в комфорте, и нам сложно с ними играть. Но в условиях таких суровых даже мы занимаем там топ-4, топ-8 стабильно. На последнем чемпионате, если сказать, то это команда БТБ по доте была, и по Counter-Strike Калгон были. У нас еще есть киберорганизация спортивная, минус 72, но они в этом году, к сожалению, вторые места заняли. Назови, какие игры сейчас популярны. Ну, по нашим данным, сейчас самая популярная игра, которая набирает обороты, в особенности у школьного возраста, это Fortnite. То есть это колоссальное количество игроков в нее играет. И недавно провели чемпионат мира, и игрок выиграл порядка 10 миллионов долларов за первое место. И из-за этого, соответственно, вызывает огромный хайп в этой игре. И сама игра, она начинает уже позиционировать себя как настоящий киберспорт. Как дела обстоят у наших ребят на Твиче? Пока таких конкретных историй успеха у нас нет, но у нас есть хорошие показатели. Допустим, у нас есть Роман Керенский, игрок, он где-то в топ-500 Европы входит и сейчас соревнуется с Тир-2 командами, ну, второй дивизион. Сейчас у нас есть небольшой вот успех. Двое якутских игроков, Вавантус, Маджахет, ники у них, они попали в Лигу Гамбит. Выиграли ее, и, получается, МТС создала свою киберорганизацию, это называется Гамбит, и они попали вот во второй эшелон к ним. Они уезжают в сентябре в Москву и будут уже там
по-настоящему соревноваться с лучшими игроками. Но сегодня мы уже много раз собирались с нашими стейкхолдерами различными. Это такие, как компания Майтона, венчурная компания Якутия. Да? Владимир Викторович Солодов нас поддерживает на этом уровне и верит в том, что киберспорт – это будущее явление для нашего региона, где мы сможем показывать хорошие результаты. Мы всегда говорим о том, что мы находимся на территории ближе к Азии, да, и нам удобнее играть с Азией. Более 50-60% игровой индустрии – это, конечно, азиатский рынок. И поэтому мы здесь должны что-то придумывать у нас в регионе. И в целом наши планы, если помечтать, то в 2022-2024 году хотим провести чемпионат мира, да, привести всех этих лучших сюда к нам, и чтобы мы провели здесь наши мероприятия, именно чемпионат мирового характера. А если так, на близкую историю, то мы хотим Кубок России в следующем году провести у нас в Якутске. Это станет хорошим точкой начала для чего-то большего. И в завершении пока еще не подтвержденная, но очень похожая на правду информация. Участники японского фан-сервиса франшизы Resident Evil начали получать письма от компании Capcom. В нем говорилось о предстоящем бета-тесте новой игры. И нетрудно догадаться, что так как фанатская платформа создана только для поклонников Обители Зла, то и тест пройдет именно новой или ремейка старой серии франшизы. Как ранее заявляли инсайдеры, Capcom уже давно ваяет 8-ю часть. Еще бы, 7-й Resident стал не только коммерчески успешным, но и приобрел статус игры культовой. Но непонятки вносит и то, что недавний ремейк 2-й части тоже занес в кассу японцам немалую сумму денег, чем обеспечил переиздание и 3-й. И вот теперь фанатам еще целый месяц предстоит гадать, какой из двух вариантов, продолжение или ремейк, разрабы выкатят на тест. Но тут подъехала и третья сторона, которая утверждает, что возможен и спин-офф, то есть предыстория или вовсе сюжетное ответвление какой-либо из частей серии. Кто прав, а кто нет, опять же узнаем 8 и 9 сентября. Именно эти даты указаны в письме, но как бы то ни было, раньше, чем в конце марта 2020-го, нового релиза так и так не увидим. Об этом уже ранее заявляли сами создатели серии. Ну а на сегодня все. Повтор программы вы найдете на YouTube-канале Якутия24, а также в Instagram-аккаунте yak24.ru. Увидимся ровно через неделю. Всего доброго.